Уважаемые земляки, искренне поздравляю вас с открытием года исторической памяти в нашем родном Хангаласском улусе. Хангаласский улус, как сказали предыдущие выступающие, имеет очень богатый исторический опыт, историческое наследие. Но я сегодня хотел бы поделиться историей Иркутско-Якутского почтового тракта на территории нашего родного района. Как отметил предыдущий докладчик, в 1730-х, в начале 40-х годов предпринимались энергичные меры, чтобы открыть тракт именно по территории Алекминского и Якутского округов. В 1733-1743 годы вторая Камчатская экспедиция под руководством командора Витуса Беринга с Иркутска до Якутска в зимнее время, что не было постоянно действующего тракта, встретила большие сложности. Поэтому командор Витус Беринг обратился к императрице Елизавете II, что срочно надо учредить тракт между Иркутском и Якутском. Конечно, до Витима по территории Иркутской области в 30-е годы был организован тракт в ранге там существующих ранее, открытых казаками острогов, как Киринский, Жигаловский и так далее, и так далее. И, наконец-то, в 1743 году служилый человек Захар Баишев по приказу Иркутской губернской канцелярии учредил 28 почтовых станций от Витима до Якутска. И по территории тогдашнего Хангаласского улуса, в то время улус входил в территорию Якутского округа, было учреждено, если посмотреть нынешнюю современную территорию, то 7 почтовых станций. Но в то время на территорию Хангаласского улуса входила и часть Алекминского нынешнего улуса. Это включая Сан-Яхтар, Малыкан и Табага, село Табага, ныне относящееся к городу Якутску. Итого 10 станций. Это, если со стороны Иркутска Сан-Яхтатская почтовая станция, Малыканская почтовая станция, Исидская почтовая станция, Журинская почтовая станция, современная КТУ-Дюра, Синская почтовая станция, Титаринская почтовая станция, Тойонарынская почтовая станция, Самартайская почтовая станция, нынешний Бестях, впоследствии Бестяхская почтовая станция, Улах-Анская почтовая станция и Табагинская почтовая станция. Все эти станции учреждены в 1743 году. Ранее, конечно, были учреждены и организованы Алекминская городовая почтовая станция в городе Алекминске и Якутская почтовая станция, в городе Якутске. В первые годы почту обслуживали местные жители, народ Саха, при помощи якутских князей Мальжигарского округа, Хангаласской волости, Алекминского округа, ну и в сторону Витима, Вилюйские, якуты обслуживали этот тракт. Конечно, много раз в течение
20 с лишним лет местные князцы, население обращалось Иркутской губернской канцелярии с письмами императору, что это не свойственная работа, надо, значит, заселить эти станции русскими людьми. И наш хангаласский князец, первый глава хангаласского улуса Сафрон Сыранов, находясь на приеме у императрицы Екатерины II в 1768 году, в знаменитом своем наказе, состоящий из 12 пунктов, и один из пунктов был именно заселение русскими людьми почтовых станций хангаласского улуса. И в 1770 году выходит указ Иркутской губернской канцелярии о заселении русскими крестьянами станков Средней Лены. И так в первых станциях появляются первые поселенцы. Ну, например, в то время, как я сказал, Сан-Яхтат ходил в состав, значит, хангаласского улуса. В Сан-Яхтах были расселены, значит, Никифор Суханов, Григорий Хлебников, еще несколько человек. В Малыканской почтовой станции были расселены Кондратьев, Овцов. В Исицкой почтовой станции Петр Федоров, значит, Николай Павлов. В Журинской почтовой станции Ефим Петров, Паутков, Галактионов и Павлов. Последние трое, значит, потомство за собой не оставили. Но в 1977 году была учреждена Оймуранская почтовая станция, промежуточная между Синском и Журой. И на Оймуранскую почтовую станцию был заселен Прокофий Филиппов из Ярославской губернии. В Синскую почтовую станцию первыми поселенцами были Яков Соловьев и Карп Якушев. В Титаринскую почтовую станцию первопоселенцами были Николай Голоков, Федоров Николай и Сухарев Иван. Но также в 778 году между Синском и Батамаем, то есть Тарами, учреждена Батамайская почтовая станция, где первопоселенцами были Борис Троев и Николай Макаров. В Таянарынской почтовой станции первопоселенцами были Трифон Юрьев. Также, значит, в Бестяжской почтовой станции первопоселенцами были Сергеев, Наумов. У Лаханской почтовой станции первопоселенцами были Евстафий Припузов, Яков Иванов. Ну и Табагинской почтовой станции первопоселенцами были, значит, Иван Соколов, Михаил Лобанов, Федор Шепелев и Петр Козлов. Это наши первопредки. Ну и, конечно, в первое время в каждой почтовой станции с учетом нехватки людей, значит, на почтовой гоньбе, значит, принято, задействовано 4 русских крестьян-мужиков и 4 представителей народа Саха. Но через 20 лет, в 1790-х годах, Иркутская губернская канцелярия фактически забыла о первопоселенцах, и не было никакой поддержки, и вся тяжесть опять-таки легла на якутских князцов, которые обслуживали почту. Потому что каждый год на почтовую гоньбу надо было выделить именно по территории Хангаласского улуса более 1000 лошадей и около 500 людей для почтовой гоньбы.
И такая сложная работа продолжалась еще несколько лет. И наш земляк, хангаласский князец Илья Шадрин в 1812 году, находясь на приеме у императора Александра I, также ставит вопрос наравне с другими вопросами о дополнительном расселении русских людей, значит, на Иркутско-Якутский тракт, значит, Хангаласский участок, но от Витима до города Якутска, где ощущалась, конечно, нехватка ямщиков. После этого приема, значит, было дано поручение Министерству внутренних дел, Министерству финансов, и дополнительно было расселено от Витима до Якутска 255 человек русского населения с различных губерний и верховьев Лены с Иркутской области. И, конечно, значит, в первую очередь по наставлению Ильи Шадрина почтовая гоньба, значит, была, значит, переведена на государеву службу. Начали, значит, целенаправленно выплачиваться прогонные средства ямщикам. И как никогда, конечно, вот в первой половине XIX века этот вопрос многолетней давности был решен, значит, в корне. Именно в этом большая заслуга нашего хангаласского князца. Завтра именно, значит, вот в книге «Предтеча», значит, пройдет, значит, презентация, значит, центральной библиотеки нашего района. И именно, значит, вот, какую лепту внес наш земляк, мальжигарский князец Илья Шадрин, значит, в деле развития хангаласского улуса. Это будет обсуждаться завтра. Конечно, в XIX веке, значит, немного был облегчен труд, но служба ямщицкая, конечно, это очень тяжелый труд. В то время бездорожье, именно, значит, на повозках зимнее время от станции к станции, значит, шла эта работа. Ямщикам надо было все время постоянном находиться на постоянном дежурстве днем и ночью, особенно если когда, значит, поступала срочная почта, содержать в исправном состоянии конскую упряжь, значит, состояние нормальной упитанности, работоспособности лошадей, что, значит, требовало немалых усилий в это сложное время. Конечно, между первыми станциями, которые учреждены в 1743 и 770-х годах, значит, ямщики, значит, старшины станций постоянно ставили, чтобы увеличить почтовую гоньбу, сократить, значит, дистанцию между станциями. Так, на территории нашего хангаласского улуса были организованы, значит, новые почтовые станции. Это между Сан-Яхтатом и Малыканом Иловская почтовая станция в 850 году. Между Малыканом и Сюти-Чуранская почтовая станция 1838 году. Между Журой и Сити Крестьянская почтовая станция в 1869 году. Между Аймураном и Синском Аддабанская станция в 1869 году. Между, значит, Титарами и Тойонарами, значит, Иланская почтовая станция в 1838 году. Между Тойонарами
и Бестяхской почтовой станции, Булгуняхтатская почтовая станция в 1868 году. Но и между Бестяхом и Улаханом Покровская почтовая станция в 1850 году. До этого в Покровске были, значит, церкви, жили представители духовенства, женская, значит, церковь была. И вот в 850 году впервые была организована почтовая станция. И между Улаханом и Табагой была организована Техтюрская почтовая станция в 1862 году. Нынче Техтюрская станция отмечает 160-летие со дня образования. На этих станциях были расселены в основном уже, значит, ямщики с первопоселенцев, которые уже обрастались семьями, расширялись, уже, значит, были образованы на берегах Лены от Якутска до Витима целые ямшитские деревни. Ну, например, в Техтюрскую станцию были расселены с Табаги ямшики Козловы и, значит, Шепелевы. Козловы – это предки нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Покровскую станцию были расселены с Улахана Притузовы, значит, ну, потом с Бестяха Наумовы. Булгуняхтатскую станцию были расселены, значит, Петров Иван Михайлович Журинской почтовой станции, значит, Козловы с Бестяха, значит, Юрьевы, Стоянары. В Еланскую почтовую станцию были расселены Соколовы, значит, с Табагинской почтовой станции, Крыловы, Бурнашовы, Стоянарынской почтовой станции. В Отдабанскую почтовую станцию были расселены с Батамайской почтовой станции Макаровы, с Титарынской Сухаревы, Аймуранской Филипповы. Значит, в Крестьявскую почтовую станцию были расселены Журы, Петровы, Сисити, Федоровы, Добрянцевы. В Чуранскую почтовую станцию Федоровы, Филипповы, Сиситской почтовой станции. В конце XIX века почтовые станки образовали, значит, отдельную единицу местного самоуправления Покровскую волость. Центром, значит, Покровске, куда входило 20 почтовых станций от Табаги до, значит, Сан-Яхтата. И главой Покровской волости 3 раза подряд был избран очень известный человек, выдающийся человек из потомственных ямщиков Николай Прокопьевич Припузов, один из первых учителей из числа ямщиков, значит, этнограф, значит, он еще, значит, в 1870-х, 80-х годах печатался в различных, значит, российских журналах свои труды по ветеринарии, по медицине, по истории фольклора народа Саха, выписывал центра России, с Европы, с Парижа, различные сельскохозяйственную утварь, открыл, значит, в Актемцах Улахане опытную станцию селекции, значит, зерновых проводил, первые опыты использования различных орудий труда, сева, зерновых, молотилок и так далее, и так далее. И Николай Прокопьевич оставил очень большой
след, был уважаемым человеком, значит, в Якутском округе. Он входил в состав различных якутских делегаций, значит, которые выезжали в Иркутск, значит, на встречу с цесаревичем Николаем II, будущим императором, в Москву на открытие памятника Александра III и так далее, и так далее. В начале 900-х годов Покровская волость была разделена на две волости. Это Истицкая волость, от Батымаи до Сан-Яхтата 10 почтовых станций. И, значит, с Титаров до Табаги остальные 10 почтовых станций. Конечно, очень сложное время было в период гражданской войны, потому что общество разделилось на две части, на красных и на белых. И, конечно, ямщикам было нелегко обслуживать, доставлять различные грузы и со стороны Белой армии, особенно в период правления Колчака, и со стороны Красной армии. Многие ямщики подвергались различным, значит, репрессионному давлению со стороны тех или иных. Но почта продолжала действовать. В 30-е годы уже, значит, колхозы выделяли, значит, живую тягловую силу лошадей, повозки и людей на почтовую гоньбу. Очень сложный период был в годы Великой Отечественной войны, где, значит, 14-15-летние подростки, значит, были задействованы на перегон почтовой гоньбы. И вот нами, потомками ямщиков, в начале 2000-х годов, когда я работал главой Хангаласского улуса, чтобы увековечить историческое, культурное наследие наших предков, мы создали общественную организацию «Потомки государевых ямщиков», которая занялась изучением истории почтовых станков. Значит, написано очень много книг, порядка 20 книг по истории почтовых станков. Начали проводиться культурные мероприятия по сохранению и возрождению нашей уникальной культуры, которые сохранили наши предки, приленские ямщики. С этой работой мы выступили как отдельный этнос со своим менталитетом, со своей славной историей. Значит, мы вошли в состав Ассамблеи народов нашей республики, пропагандируя наше историческое культурное наследие. Вышли через Ассамблею народов России в различных участвовали в различных российских мероприятиях в Иркутске, Забайкальском крае, в Томске, в Перми, в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге. И, конечно, вот в 2020 году, учитывая 20-летнюю большую работу по сохранению, возрождению исторического уникального наследия ямщиков Средней Лены на территории в основном Хангаласского района, вот я удостоен, значит, первой всероссийской общественной премии «Гордость нации» 2020 года. Это очень высокая оценка нашему труду. Я попросил бы в заключение наших молодых ученых, молодое поколение более глубже изучить историю родного края, историю Иркутско-Якутского почтового тракта, историю первых поселенцев, родословные, которые не совсем еще до конца изучены нашими историками, значит, общественниками, краеведами. Это очень интересная тема. И сегодня Управление образования Хангаласского улуса проводит очень хорошее, достойное мероприятие по исторической памяти родного района. Дай Бог, что в дальнейшем эта работа продвигалась дальше,
чтобы развивать туристическую индустрию, отдельный маршрут по туризму открыть, значит, по нашей инициативе уже ведется работа, значит, Хагалас-туризм, Ямской тракт, начиная от города Якутска, Табаги и до Исити, значит, восстановить нашу историю, значит, задействовать наши краеведческие музеи, значит, школ. В этом, конечно, большую роль должны сыграть наши педагоги, учителя, библиотекари, работники нашего музея. Спасибо за внимание.